Ассаламу алейкум ва баракатух. Мухаммад, я Да. быстренько озвучу тему эфира. Мгм. Сегодня, иншаллах, мы поговорим, точнее, очередная рубрика Мухаммада «Аналитика без купюр». И, насколько я понимаю, сегодня мы поговорим о трагедии всего Кавказа, как это выяснилось. Трагедия заключается в том, что наш маленький братик Хизр Дербичев, пока неизвестно, А, то ли он утонул, то ли... В общем, этого мальчика ищут уже несколько дней. И, валлахи, одно во всем этом радует то, что весь Кавказ, невзирая на национальность и так далее, он собрался, и весь Кавказ ищет этого мальчика. И мы от своего джамаата просим Аллаха облегчить родителям, родным, друзьям и близким Хизра в его поиске. И пусть Аллах Субхану по своей милости вернет его живым. Дальше, Мухаммад, если ты не против, иншаллах, я чуть-чуть отлучусь. В общем, я буду чуть в фоновом режиме. Хорошо, тогда проблем нет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Маш Дуалт. Я приветствую всех собравшихся, тех, кто не знает ингушский язык. Я вижу здесь много не знающих язык, поэтому я продолжу на трофейном наречии. Сегодняшняя тема эфира — это то, что трагедия, которая случилась, пропал ребенок Хизир Дербичев, и он не просто упал в реку, его унесло, он пытался спасти другого ребенка, он пытался помочь ребенку, попавшему в воду, свалился туда, и сейчас идут поиски. И это поразительно, что на его поиски включился практически весь Северный Кавказ. Постоянно продолжают приезжать волонтеры, которые идут по этой холодной воде, которые ищут его, которые просто, я видел эти съемки, где они идут, сцепившись за руки, проверяя это русло реки, пытаясь его найти. И люди не просто приезжают помогать его искать, постоянно люди приезжают и привозят какую-то помощь. Вот я смотрел буквально сегодня, там парень-чеченец купил 100 раций, купил 100 фонариков, чтобы поиски могли продолжаться день и ночь. Там с Дагестана, с Чечни, с других регионов, со всего Кавказа продолжают приезжать и приезжать добровольцы, проверять, искать этого ребенка. И, знаете, это поразительно, что Кремль вложил такие огромные силы и средства в то, чтобы посеять раздор между кавказскими народами. И это началось буквально с 2018 года. И я считаю, что триггером этому послужили похороны Юсупа Демирханова, который отправил в ад Буданова. И на его похороны и приехал весь Северный Кавказ. И это был тот случай, когда и Москва, и Кадыров, и кадыровская власть, они просто не знали, что делать с таким количеством людей, они не ожидали этого. Это был такой мощный момент единения, когда русские увидели, и манкурты увидели, что мы остаемся единым целым, и нас не разделило, ничто не в силах нас разделить. И вы знаете, я ждал, что будет какая-то обратка с их стороны, я ждал реакции, и ее не пришлось долго ждать. Они сначала спровоцировали конфликт между кабардинцами и балкарцами, потом были конфликты между ингушами и чеченцами, потом между чеченцами и дагестанцами. И на данный момент мне точно известно, что работает несколько крупных ботаферм, которые не просто там боты заходят, пишут гадкие комментарии про национальности, а там созданы странички в Инстаграме, там созданы сайты, там идет мощнейшая, практически без передышки пропаганда, и она настолько не вяжется с тем, что происходит, она настолько бессильно изменить наш генетический код, я считаю, потому что буквально в первые дни поисков, когда только стало об этом известно, эти ботафермы начали упорно распространять: вот, в Ингушетии беда, а никому до нас дела нету, там обвинения в адрес чеченцев, что вот они не пишут, нет. А теперь я вижу, как они замолчали, потому что говорить сейчас, когда каждый день дагестанцы, чеченцы, ингуши выкладывают ролики, это, мягко говоря, не совсем эффективно. И я вот сижу и думаю, что же они придумают в следующий раз? Вот какая будет их следующая реакция? Какие межнациональные конфликты они попытаются разжечь? Дело в том, что я считаю, что мы должны
не просто сохранять наше единство, мы должны его укреплять, мы должны прекратить все эти разборки, все эти выяснения отношений. На данный момент люди на Кавказе, люди на Кавказе не распоряжаются ни границами, ни землями, ничем. Они даже собственной жизнью не могут распорядиться, потому что мы находимся в оккупации, потому что оккупант устанавливает границы, оккупант устанавливает порядки, законы. И мы вынуждены на данный момент жить в таких условиях, в которых еще, находясь в таких условиях, еще выяснять, кто древнее, кто чище, кто грязнее, кто пришлый, кто ушлый там. Это все, ни разу не является для нас путем, по которому мы должны идти. Очень сильно меня, конечно, убило то, что реакция властей республики, готовность. Нам каждый год, уже 34 года рассказывают про процветающую Ингушетию, про укрепляющуюся Ингушетию. Первые 20 лет они любили применять слово «молодая республика», «молодая республика». Вот этого нет, потому что молодая республика. Но на самом деле эта молодость уже давно прошла, а изменений никаких я не вижу. Когда выходит парень и говорит, ингуш, волонтер, который занят поисками Хизира, он выходит и говорит, что, слушайте, у нас нету рации, мы не слышим, там идут много групп, кто-то по берегу, кто-то по воде идет, и мы должны как-то общаться, и этих раций нет. И при этом же я вижу ролики, когда этому батальону Ирзи выкладывают ролики, они что им там помощь привезли, что им там то привезли, это привезли. Они абсолютно недееспособные. Власть оказалась недееспособна, я не знаю, можно было все ожидать, но организовать поиски ребенка, привлечь всех этих силовиков, которых там не пойми зачем кормят, МЧС, которая оказалась, может едва ли помочь самим себе. И это очень, очень сильно демонстрирует нам, что когда мы говорим о независимости, мы хотим того, чтобы у нас было государство, которое способно найти ребенка. У нас было государство, которое было бы способно организовать поиски, способно организовать закупку раций, фонариков, еды, воды. То есть этим волонтерам не приехали отдыхать в Ингушетию, они приехали там любоваться природой, они приехали помогать. Соответственно, этим людям надо где-то спать, надо что-то кушать, надо где-то молиться. И много нужд у человека, который просто прыгнул в машину и помчался искать этого ребенка. Одел эти сапоги, а я вижу там ноги и без этих резиновых сапогов. И это тоже, кстати, демонстрирует то, что мы в этом русском государстве не нуждаемся. Вот для меня это очень показательно, что мы сами способны организоваться не только на республиканском уровне, мы способны организоваться на региональном уровне, на общекавказском уровне. И нам для этого не нужна там Россия, березушки, зазобушки, что они там поют. Нам это 100 лет не надо. Мы сами по себе можем организовать любой процесс. Я уверен, что и не только в беде, но и в хороших делах мы также способны организовываться и также способны друг друга поддерживать. То есть постоянно вспоминаю слова, такой был полевой командир, Апани Халилов, Далуаз Фабулдолсон. Он как-то выступал и сказал, вы знаете, я часто слышу от дагестанцев, что как мы проживем без России. Вот как же мы без России? Но я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал, а как Россия проживет без нас? И я думаю, что на этот вопрос мы должны дать ответ. Что без нас Россия проживет прекрасно. А еще лучше мы проживем без нее. Потому что она на данный момент выступает обузой, она на данный момент выступает государством, которое погрузило нас в то, что люди вынуждены, у нас нет спасательных служб нормальных, у нас нет оснащения у этих спасательных служб нормального. У нас просто ничего нет. У нас есть только наши люди. Самые замечательные люди на земле. Мамед, салам алейкум. Александр. Я на ингушском сказал бы несколько слов. Да, Айпарват. Бисмилля, альхамдулилля. Валлахи, бадри алче, то хызыр ханджул хала, знистон был хатр. Жадах тязяхтез.
حلقر دينوشك يستخلج إن ورثة حقا هنيالش مصورة نخ يستخلج بوم دار شي ملدوج أورا نخ يستخلج بوم دار حنز سو عاقين از يستخلج ديان يلاعي في آلت سدي واقع سيك أرى عاقين يعني نا خيتر خير يستخلج إن ورثة حتى يقول جامد أنت كان كروش وات اقرا حلقة وصل إن شاء الله وسكان حكور بيتو بوج مياش ولش إن شاء الله أسفقدر تيجي بخابوج وشناخا تغوخ حجابوج وناخا دوحق بركل الدراس الله وشي واندوش قيمة تنشعه تان ميزان ترست كورديتل تارسك حيقاد وزلقه سات فيديو روليك جينيسون شو قحيقش بتسك نخ هذيك خلبخا خوتل بوخ تاس موتيج بوجيتيج نختيون لورلج بواتلي ويبرت بتبوخش حمد اس ويدي انا لال خوي كفكازي باخر خوي تمسني دوبلزل بالغلويس الحمد لله از دوحت نعمه از بكي والله مغضاوي هنزوجشر حتى سابي سكتش حماج دسويقيه اقرا حلقه وي مارك بيرشت لوش موتجات از وين خاديس سوالقي نوتو مولبيكي تو مولبيكي دي هنا اس كانال در لوش شولش ما عدا جيش ايواش كانالزاتي ملو كنزاتي اتشلا يت الخنشوسكي كانالي تو ما عادش لوش حلقين تو دنيا ملدو لزرج دوش تويقيه سو حلقين شولتي هاغا سو زانغولجي دن قچوا درجه دات مارك بريغنا حقيقي سدارج مديز يا خاص ليلدا شار مسخان ليلدا دن تجيش تتراس يخي مدوالي اسكنال تتراس تقولداني 3 متر ما بارم بات سويقي تك اوخش بو قالنا ماشينش باغش ديانا اولش تام بيت برزن بان لوتش نخور كيغينا بوخي كيغينا ونخيت تك اوخش اي احدث سير فتواش نمر يا خاطر وسي فدر ياخش سوسيتي لوتش خان ولي حلق لانغولش ينخ تليتش بالت دعتو اوخش دي حوز لوتش حنو يا خجي امر ناحيه در سعد نو نخت حنا حلوش بيج مبي حل مول بك دول كانال واش بروت واش دقيقش بوخ بروت باركي بيلار وقز تبوچوكي والجوش مكتي بيلا بروت لوتش شواتش خلق بي واش دين بوق دا عوت بچ ناخا خينش تدو يعني كانال لوتش تغلش دين تراسا يخي يعني حق كيچم تغلش تيجي условий حق كيچم باتي لوش يدي كرت يا اشكتي خا تعونا دي ناخا دقي لقا تدو برت خوت موت بويا تيجي بوتكيا سحم دال حق الله سحم دات حلسي حلقي ملقى بك ازوت مول بكير قچا حد عوغش قچا دات حن موتشكي تحوسلوي يا كيچم بات اي والله دوق بچ حلقي نش خنوسو اجر قير يولجو بچ حلقي نش خنوسو والله تقيل يل يوحكجو سسكل حلي يواتجو سو بچ حلقي نش تحدي عن بيرقش اتيخي حموت كولت كيتشي ناخا لوج حباكاش ناخا تيك وش كلاتش سو وش كتواغز دي هنا اوتشر دي خدج واغز بس لا والي تو دي نخ قلغر بواخش وسق وقز دي عشود وسق دي قلغر واخش وسق كولت واغز دي سو مسكيتشي سسكل يواتش متيت دي ناخ سنج لردق اي وين موتك تغلج اي سلطي حق كيتشم تغلج فدي ديش باش نخ хорошо ديك دخينو اوي حوس يعني ير حلخر خلص داتر يعني خار شكل ده محتي عن فوتبولاري فوت الدربي شورني موري خلنا يعني بتومي سن يا كسبيسكي خن وي درجج للدر اخش 10 دقائق حني والش وين نغلور بي خات فوت ده اي تو يرجي تشدي ريسبوبليكي دات فيتك يرجي واشتي خدي خيما ديتك عدود ده اي برجو اخران خدنا لوش مت تيجي يا خازن صاحم دات حكيتم بات ديك ده حغندي خطر حنيس دنت اتشو هاو كانك ابي حاوخينو ام تي اس يا حبهكب راتيات لوتك دات فناركيات دحوق حبهكب دي انا غدي نخ فولنتير حبهكب غدي فولنتير ادو جلت يات اي وقش اي جلت خندي خش اتلو واش ناخ جلت يات شو فدات شو ده اي شوك اللي يخرج مقاد عليه تناخ دي اتود زلات سو ان اتود شو دواش سقاد خش لي ليج مبيج نخ اتحكيك اتشو تاق اتشو ويستبيج خدت ابو ابز نوات اني تاع جلت مقاط يوخ ناخا تاع سرد بس حقش وجدي خش اتخو بواتشو جلتكم ديون شو قيمه خو جاتر ايش يت ترو ياتشو خلچ دي واش شي يوت جات فتز ده اي دوات بيرو يك ياتر اي ديك دنيا ريسبوبليكون سلغن ما حيا يا سامر دي ما حيا يا ساعنا صدق دو بيرو باغوردو اوتو زيقي انشا في مخ نخت وخش دك دوارسون باغوردو اوتوبوس في
أي حاز عمل دي عندي دي نوستي قلت في ساعة مشي شو راتش كوهش ساعة جلي الله رياض خل إزديان إجراتش حماش حقوهش بوش ناخا إرزدوش نخبولش موتيم تكسك داتو تقواس شنو دات وز بس أتلش بوز نخبودين شو عندي زي خلر قيرن بيع تكسك داتو تقواس يا ولنتير يا تاق نو فين ياتي بأزل MTS ياتي بيتك تريتيش سك تشوش خلشي أزل يعني وين سستاو إيش جات حبينو كلماته بلاكي أخي قمال بعدش دقيقة كلماته ملتشك دود يا أخي شدوش حواش دول خوش واتش بلاكش بول ناخدين فسكورست شلون تخوش خلص فدلناي فقلبناي فدش شو تشي اي كاختش مدادي شنديو حيرت دات شلون عدل غاسكي عدل حدم شلون كاختش شي ملو هم عطيا زي قلبنا شرنا سكورست والله يوجو خان شهدين زامن شهد ف سخويت خينيه بلبلدش اما يازدي شلون تشدين حيت عديش اي حوينو محدا وياخذوا سق محدا قيمه قوات تو سق ملخن شغديان از ريسبوبليكيا فيك ملول شان حبينو شن بتشح مويز ايتن دالتي شو عندي فديت شو سيل سقطواش حنت شو الشيء بوخ حام بتواش شيء بوخ حام بتواش اي از مسني ياخذ شو سويق دي دوك لازر شو MTS نيجي خبر والله مسني ياخذ شو نتوك حال دام بو تسلح طابوش ناغام خاص شيء فليلدش بي شيء فديقه جابين اخ تشاجدن رزق ازدن ديان شش اخ بل اردين ديتي يقرلوش ناخش اردي خاديتي تغن فيديو هنا تمقبل كينا باز بوترش استا بوصل بجري حم نيسدن شو تاخ حاردي علي شي ماك حج برعش دغات اردي علي حج اي ديو حتى منافق ميش في حياه كادير زمي تشلايبي كدير بتجي وديني تملوزو اي ديو شو ده حج تماك باخ بيز باخشون شو واش سيخوي حجم ديز شو دعوجي تك حدا كاب نيخ بيارت ديز دات شوان فيتي مخ ديابوش نيخ فيسين تقودش بوش نيخ حدا كاتك باخ بيز باخشون شنكوغ مك مربيخ كوش دجري دوي ياخش في بخ بوز اي 700 тысяч سق مويويتو مخ хорошо 500 тысяч ويويتو مخ اي 50 тысяч да арвал 30 тысяч да арвал شو اي تون بيزت شو انت بلغيش حمدات شو تون بي اشو اخر يقشو اخر يعني يا ويا اخ مدري دي ون عوال ميوخيو يا عدلو حم ادات شو اردي انت بركل الدشواق ناخ دا بروت الله رياس فلشان دكجين الدشواق اي دا اردو اي موت جات وز دا اروال ديون تقديون شانس يات وز يسودك نخبلش يعني يو وال موت يواتش موت جيقس ايش تحط سيويش قشتيب ديون حط صغوا شواتش المولوتك وغ ويزر ديون قال نغبتك اربان غبرج تندو ياغاز دول دي انترنت اخي شوي لايكشت اجداديش داتشن هناك ده هري باكر هناك ده اغمه تيركر وشي في جتك حوغجو تاتشو الحماش تكشف هذا غات الله تيش حدا كتان موتك كوجات شوان صار قد شوان بركل شوان زيخل القرش شو عطو ما ديزت شوان اوز ديون صودق قدم دوز ديون وزات وغ موتك جات يعني ايش تحل حنوت دادات وشتك ال شو تقدر اغيشا لايك اشتايش انترنتي ما شاء الله يا سب شينش اختش يرجعوا ديون سبويتي دي مسنيان داوز لوريات سبويتي بردن كان شلون السبويتي اللي الله رياس خلصك حمل بيخ كابوش وشناخا صار سين تقود جواتسو تك تاتشو المنافق جيدي عند ديال موسطي دا بيخش ايش حمد كاب بياخذ ايش حباك صار تعود ديال شي دي تحبك تدخل مجر سو غورجش دي كيبان باغش بوش ناخ الدراز دي غورجي غويش وانت حباك لاتش بيت غورجي اوتشردي اسو دميا غورجي خمغات $1 قيمتها كانك اشو خالجي صندوق دي حل سك مليخش غرغلو وقش شي مريك الباخ ناخ ثاني توي غرغلو وقز بوش وجري حباكاج نختي وجري بوش عندي راتش حقو عرج خي حقو عرج تك مليو تك مليو حقو عرج شفت خش بان باخ شات بس خوت يقدش حتى دي نختي بقى بوتش ماش نغبق بوتش دي ميردن ابويش نغبق بوتش حباكاج تك لاتش بيتي جوي ثاني غورجي بيت لاتش دا ايتا صندوق يا السميا يس كفكاس السميا دي حق استقياس دي مسني استا ماستغل ده دعوت مغير انترنتي ملداز وشنخ داز دوترج ايقوان حقانك اتوغشتك اخي تديتي عنش كم انت رش عياجي وغاقونك قوان از نختي حاليا حو ثاني دي هنا حبر لي زوالش خلش
ملا يعمر السابر إيه والله حسن سلغن دي كم تاريخ جازة إنترنتي دوست مليون جو عقدي نقطش حنا قد مدي واش سوق وين دي أنا سيت قودش حماج مدوتي تنقطش دي أعتارك حنا قد مدي واش سوق قالت حن والت يا كيش بيا بول ويق أماش دول ويق أماش تقيدين بتم داق يعني في عم وقت يعني كيش بيا بول بوس تغن أز بول شق بالي تهيك ديش دوي يعني شموتي بنزين داش سميح كدش حق اللي خلديش دوي صندوق دي آخرين دي مثل درجة كم يالش دوش إنترنت دي غادر يعني سوق دخل ظلم خلري فتنة خلر ما حمدا شو أن مثل إيش دوستم كم يالش نوق دوات شوات سو يا خاص تاس دول ديش دول يعني شو أنا أحد غاس كش خندي أنا أحد خندي من أحد إيش تسوق جوات سو تسوق جوات سو خل يزوي يا خاص ويخلي نجحن بيت أني كذا سيارش ورجع يقرن خل يزوي ويدول سن دي كت كت تغيرتش ويخلي نجح سن والله سقط ديس ويتأخناخ فن دوتش دشان مسخة ندوت موشنا أس تاد شغاف إيش حقيست جو بلغ قاعدة إجدين دخل ميلدو جو ظلم جمينيقي ميلدرج تلرت إحدى دخل شاتسوي نبودو تلرت إحدى دخل شاتسوي كانت يدوج از إيموشنالنا دين دوتشرا إيش إيموشنالنا إيش عماي دوتش عملوا وجه واحد الله شيء بكان حقول ويتو إز بيجامي جوش خزو Amin. وين داتس يا نوخ تشكي سيريش كحمال ديزر دي هنا وي واش كحاج ديزر دي تسارك شي نغبط صار ادولوجي تسارك حجبولوجي دي وين فرص دي جاداس دي ناخا قشقة من ناخا حيخ مجبيدي يعني ويجري خلش وي تاخو خلش مالله خلش دي يعني وان خوي خلش دي يعني وي واش حاج ديجدا وي واش وي متك توي يجدا Дела дукуцен нахак ди дел души гаска бушуан сдари кест гаска бушуан сдари глилдерш гаска бушуан венцу рика болгертерш ди штат мушта дазди но тохан дава феди он цак да алс сигич хич хачи бян целыми днями лилыш бонахак дал что нохч да что сили веш да что кабурш камыш да вайн худизич бес вайн хедизич бес ди хана Дуалыш дакас, тахан гуш даквай мамучава. Всем, кто руку поднимет, я готов включить микрофон, да, кроме меня здесь админы есть. Мамад, я у тебя хотел спросить. Мне сегодня, вчера, позавчера очень много этих фотографий, видео скидывают, где братья из Чечни приезжают, они их встречают, там старейшины к ним подходят, там, ну, уважение показывают и так далее. Не кажется ли тебе, что все это могут как-то по тому же излюбленному сценарию Кремля опять они прогонят, как было это после того, как этот Юсуф Тимирханов стал шаидом? Там очень много кавказцев собралось, и они прям молниеносно рассорили и дагестанцев с чеченцами, и ингушей с чеченцами. Как ты думаешь, не должны ли мы ждать что-нибудь подобное? Как человек, работающий много лет с информацией, я тебе могу сказать точно, что нету ни одного события, которое бы невозможно было повернуть информационно в другую сторону. Ничего не стоит спустить ботаферму, и я думаю, что они это сделают, когда они начнут рассказывать, что это все была показуха, да там особо никто и не приехал, там было 2 человека, и это вообще были какие-нибудь там родственники, племянники, друзья, знакомые, и там все радовались, и вот, ну, то есть я знаю, что они способны на все. И они это обязательно, я уверен, что они это сделают, просто знаешь, я бы, наверное, уже в такое время наступило, когда нужно в школах вводить предмет информационная гигиена. Когда человек должен понимать, что то, что он читает в интернете, там какой-нибудь, я не знаю, цитата, что Ингушетия должна быть в составе России, подпись Отто фон Бисмарк, да, что это не Отто фон Бисмарк говорил, понимаешь? И не все цитаты принадлежат Ленину в интернете, Бисмарку и так далее. И если не будет у людей информационной гигиены, если у людей не будет понимания того, что даже там заполненный профиль, где много
картинок, текстов и так далее. Это тоже может быть хорошо сделанный бот, который для этого и сделан, который ведется, который регулярно там обновляются у него какие-то посты и так далее, только с одной целью, чтобы он написал, люди зашли на его страничку, увидели, что там живая страница в Инстаграме, в Фейсбуке, неважно где, что вот, чтобы это лучше зашло. Они абсолютно бессовестны, они абсолютно, у них в России нету никаких моральных принципов, в России нету никаких сдерживающих элементов, ни религиозных, ни моральных, ни чести. Я вот очень хорошо запомнил выражение, кажется, его фамилия Холмогоров, такой русский националист, когда он в одном споре, касалось, по-моему, это дело там, где-то Россию там поймали на очередном преступлении, Россия отказывалась, нас там не было, как обычно, их там нет и были постоянные. И он такую фразу сказал, что если ради России нужно соврать Богу, то мы и Богу соврем. То есть они абсолютно ничем не ограничены. Поэтому ждать от них можно чего угодно. Еще более хуже, гораздо хуже, чем они, это манкурты, наши манкурты. Все эти многочисленные историки, которые не пойми откуда взялись, какие-то, я не знаю, типы, которые начинают типа изображать из себя ярых националистов, там этот же Машлом, там вот это все они все начинают бить на национальный фактор, они начинают бить на какой-то, изображать из себя больше русских, чем сами русские на самом деле. Ну, обязательно там папахи, там дуахлы хамялы ждут, большие разговоры и так далее. Поэтому, да, безусловно, русские ответят. Русские вообще в долгу не останутся. Я не думаю, что в условиях войны они прям так это сделают, как это они делали там 7-8 лет назад, но что этот случай, это объединение, поиски этого ребенка, они попытаются дискредитировать, тут как бы у меня очень мало сомнений. Если, конечно, их война это не отвлечет от этого, то да, они это могут сделать. Я от них жду что угодно. Как ты думаешь, сумеем ли мы как-то консолидироваться, имеется в виду именно братья, которые и с той стороны, и с другой стороны, как-то между собой консолидироваться и выстроить какую-то тактику, можно так сказать, по предотвращению подобных провокаций. Как мы это можем реализовать, как мы этому можем помешать? Находясь, скажем так, на территории России, тебе этого не позволят сделать, да, и судьба того же пропавшего блогера Марзиева нам в пример. Это невозможно сделать в условиях оккупации, потому что те, кто начнут выступать с позиции, что они с этим не согласны и будут это делать как-то, пытаться объединиться между собой, пытаться создать какую-то консолидацию, то это будет караться и караться очень жестоко. То есть в условиях оккупации нет. Те, кто находится вне пределов оккупации, те могут, но опять же мы знаем фактор там поездок домой, мы знаем фактор давления на родственников и так далее, поэтому я в принципе даю мало шансов на возможность такого, скажем, коллективного отпора, но опять же вот этот случай очень, конечно, ужасный случай, но он объединил нас, и он показал, что ботафермы не являются решающим фактором. Они не могут наш менталитет, они не могут нашу генетику поменять, поэтому я к этому отношусь, не считаю это настолько трагичным, потому что это все исчезает, это все мгновенно исчезает. Я живу как бы в Европе, да, и здесь и Нохчи, и Галгай, и кого-то только нету, и я лично сам ни разу не попадал в такую ситуацию, когда вот эти конфликты меня выводили вот эти конфликты, вот эти ботафермы меня выводили на личный конфликт с каким-то человеком. У меня такого не было. Я не знаю, может, кто-то с этим сталкивался, но я с этим не сталкивался. Никто мне не говорил, и никому, естественно, я такое сказать не мог. Обсуждать, да, обсуждали, говорили, да, о том, что происходит и так далее, но чтобы это там кого-то отвернуло, кто-то там начал говорить, нет, такого не было. Все, я тебя понял, Марко Афик. Если кто хочет спросить, поговорить с Мухаммадом. Я включу микрофон.
Я бы хотел перейти к другой теме нашего разговора, нашего эфира сегодняшнего. Это обстрелы Москвы. Но поговорить не столько об обстрелах Москвы, сколько поговорить с людьми, сказать им: вы реально думаете, что мы как бы выступаем на украинской стороне? Вы нормальные вообще? Вы как бы не понимаете, что если бы сегодня Азербайджан вел войну с Россией, то мы бы выступали, поддерживали Азербайджан. Мы бы поддерживали Грузию, мы бы поддерживали Армению, мы поддерживали Молдову. Кого угодно, кто против нашего врага. Ну, враг моего врага никак не может быть моим врагом. Ну вот никак. Но дело в том, что мы-то сосредоточены на Ингушетии, мы сосредоточены на своих национальных интересах. И в наших национальных интересах то, что Россия отгребает, и весь мир видит, как бомбят Москву, и весь мир этому радуется. А мне пишут некоторые альтернативно одаренные персоны Северного Кавказа о том, что вы что, вы одобряете это, вы злорадствуете над человеческим горем. А как же Женевская конвенция? И я в шоке. Я говорю, какая Женевская конвенция? Когда Грозный бомбили, а когда ингушей резали в пригородном районе, когда убивали людей, просто гражданских, когда женщинам там расчленяли заживо людей. Какая вообще в России может быть Женевская конвенция? Они никогда никаких конвенций, никаких законов войны, никаких религиозных законов, вообще никогда ничего не соблюдали. И мы не на стороне Украины, мы на стороне Ингушетии. Мы выступаем за свое. А наше в данном случае это то, чтобы Россия проиграла эту войну, чтобы Россия развалилась в результате этой войны, чтобы мы обрели независимость от России, чтобы мы избавились от этого гнета. Нет, вы там за Украину, за Аргентину, за Уругвай, за Гондурас, за кого угодно. Вы вот вы такие. Ну, пейделши, делдуши, пейделши. Гасти, мобивы, мостовы, гасти. Вы мостовы, бачони, украинцы, кабарыжди. Тут Сырло хочет спросить, дай им слово. Абусар, ходите. Ассаламу алейкум. Я хотел спросить, а что Алейкум. плохого в том, чтобы поддерживать Украину? Можно перефразировать. Что плохого в том, чтобы поддерживать ту сторону, которая говорит правду? То есть правильную сторону. Даже если будут воевать Аргентина и Бразилия, если нападет Бразилия, какая проблема поддерживать Аргентину как жертву? Проблема заключается в том, что люди у нас, многие уверены, что мы выступаем что мы больше украинцы, чем сами украинцы, что мы тут развиваем украинскую пропаганду. Когда я говорю об ударах по России, когда я говорю о том, что наносится ущерб, непоправимый ущерб противнику, вот в чем позиции, в нашем целеполагании. Наше целеполагание состоит в том, что мы заинтересованы, мы поддерживаем, и мы на стороне Ингушетии. Мы на стороне всех кавказских народов. Вот на чьей мы стороне. Мы четко обозначаем свою позицию. И люди, которые нас обвиняют там в проукраинской пропаганде, да какая пропаганда? Выйди в Москве, посмотри, что там творится. Посмотри, что в Питере творилось. Наконец-то она горит так же, как горел Грозный, так же, как горели другие города, которые они сжигали, и села. Как горели села в пригородном районе. Никто, не знаю, вот эти люди, которые мне говорят, мне иногда кажется, боже, они в каком вообще мире живут эти люди? Они не видели сгоревшие ингушские села? Они не видели вот эти руины? Они не видели этих кударцев, которые тащили эти ингушские там матрасы, банки, детские коляски? Вы где вообще, на какой планете вы жили? Я хочу спросить этих людей. И сегодня весь мир видит, что те, кто за 3 дня собирались победить Украину, сегодня отгребают по самое не хочу. Халде Украине, том бям, вот в Украине началась эта ситуация в 2014 году. Ты лично, когда начал свою борьбу против русских? Лично я осознал, что Россия наш враг
вот я лично, в 92-м году. Вот мне тогда было там сколько, 12 лет, 13 лет, я вот тогда осознал, что Россия наш враг. Каким-то практическим действием, информационным, там, любым другим действием ты уже, как практики, когда начал переходить уже? Ну, я перешел, скажем так, практическим действиям где-то в 94-м, 95-м я делал, что мог, я старался, чем мог и Ну, как без мог. деталей, я понимаю. Да, да, ну, то есть тогда это были исключительно гуманитарные акции какие-то и так далее. Я старался помочь тем, кто страдает, пострадал от России, да. Но осознание, я все-таки родился в Советском Союзе, я вырос в Советском Союзе, и в меня это тоже было очень сильно вбито. У меня постоянно был вот этот когнитивный диссонанс от того, что я слышал от бабушек и дедушек, да, и что я слышал в школе, и что 23 февраля ни разу не наш праздник. Твои родные пострадали конкретно из твоего дома? Ну, у меня есть в семье и расстрелянные, у меня есть в семье и те без вести пропавшие, у меня все были выселены, да, моя вся семья была выселена, мы потеряли в Казахстане людей, у меня погибли родственники в пригородном районе, у меня брат двоюродный погиб в пригородном районе, он воевал там и погиб, у меня погибли родственники в Грозном, у меня много... Она наследственная, получается, у тебя? Да как и у любого ингуша и чеченца. Ну, У не любого. не скажи у любого, потому что эта преемственность, наследственность, она прерывается на каком-то этапе, ты это знаешь, кто-то для себя Ну, решает, да. она прерывается. Поэтому у тебя она наследственна. То есть она до этой ситуации, ты знал, где Украина, ну, не географически, естественно, а у тебя какой-то интерес был к этой Украине? До 2014 года я не был в Украине. Не, я обманываю. Я в 89-м или 88-м году нас детей в школе, то ли, я не помню, какой мы были, 5 класс, 4 класс, нас возили в Керчь. И потом уже я узнал, что это была как бы Украинская автономная советская социалистическая республика СССР. Вот, Украинская социалистическая советская республика. Вот я был в советской Украине, а в современной Украине я попал в 2014 году. Именно я почему эти вопросы задаю. Люди, которые не понимают, с кем они разговаривают, кто мы такие, начинают строить какие-то непонятные конструкции, которые никак нам не применимы. Лично я также, ну, ты старше меня, я младше. Я в 2008 году начал свою борьбу против этой системы. Так же, как и у тебя, Санян Вош, то есть брат моей матери, можно сказать, самый близкий мне человек, в 92 году без вести пропал. По сегодняшний день ни живого, ни мертвого его не нашли. Получается, его мать, моя бабушка, она была репрессирована. То есть эта вся история у нас тоже преемственная. Она идет уже из поколения в поколение. Я понятия не имел вообще, кто такие украинцы даже. Мне неинтересно было. Первого своего украинца в жизни осознанно я увидел в Новороссийске в 2008 или, по-моему, 2007 году. И почему я его запомнил? Он был сварщиком. Он все время ненавидел русских и все время ругал русских. И он всегда рядом с нами кушать подсаживался. Он рядом с нами был. И всегда не любил русских. Я не мог понять, для меня он такой же русский визуально. Выглядит как русский, разговаривает как русский. Почему он себя не идентифицирует как русский? Я помню это, я запомнил, но особо не вникал даже. Через время только я понял, что это их борьба, она не сегодня началась, идеологическая между ними. Впервые в своей жизни я приехал в Украину в 2023 году. До этого я никогда здесь не был, ни интереса к ним у меня не было. То есть вопрос, то, что Мамед сказал, что важно. Конечно же, эти люди не мусульмане, они нам не братья. Понятное дело, но суть в чем? Сегодня эти люди уничтожают наших врагов, ослабляют наших врагов. Если сегодня на этих русских, наших врагов имеется в виду, когда мы говорим русские, некоторые воспринимают это как национализм. Мы не говорим про русских, если такие есть, которые
против имперских амбиций своих, имперские вот эти взгляды не имеют. Мы говорим именно о тех, которые радуются нашему горю, и им больно, когда нам хорошо. О них мы говорим. Завтра, если с неба на них пойдет каменный дождь, валлахи, мы будем радоваться. И каждый, кто нам скажет, что мы любим камни, он глупец. Он глупец. Абсолютно. Потому что это идиотизм просто, вот так вот переворачивать ситуацию. Разницы нету, кто. Я помню, мы в свое время радовались, когда в Джайрахе Урал перевернулся, 2 солдат умерло. Просто перевернулся, они пьяные были. Я помню, как мое сердце подпрыгивало от радости. 2010 год, по-моему, это был. Вот в такой ситуации мы жили там. Вы не знаете, кто мы, какую идею мы несли в своих грудях. И вы начинаете там, украинцы, лука, украинцы, дешевую камялыш. Фудуцвей, дуц. Веймастеры, мы видишь, это наши враги. Как мы можем не радоваться этому? Чтобы не радоваться поражением России, нужно, мне раньше казалось, что нужно для этого пройти там лоботомию сделать, да. Но оказывается, что и без лоботомии ходятся многие наши соплеменники, которые там пишут о том, как можно, Москва, да что это такое. Ну и где ваш имперский миф? Ну и где ваши 3 кольца, 7 колец, 25 колец обороны? Вы же видели, что такое русское ПВО, когда дрон врезается в этот нефтекомплекс, нефтезавод, а следом за ним летит ракета и тоже взрывается. И этот знаменитый люк, который на весь мир крутят, он же взорвался, взлетел не от украинского дрона, он взлетел от русской ракеты, которая за ним полетела. Там уже сами русские просили, прекратите сбивать этими ракетами, потому что они летят за этими дронами и попадают следом за дронами в этот нефтезавод. А что в Питере было? И где ваша мощь? То есть для меня непонятно, у вас на глазах разрушается миф о русском ПВО, об этой кнопке, которая 5000 целей может уничтожить, о том, что у России есть авиация, о том, что у России есть еще что-либо нормально работающее. У них есть авиация, у них есть ракеты, у них есть все. Но они не для защиты этой страны, они никогда не были для защиты России. Они были исключительно для нападения. То есть они могут разрушать города в Сирии, они могут разрушать города в Ичкерии, они могут разрушать города в Украине. Но они не способны защитить русские города. Они способны защитить русские заводы. И сегодня я говорю вам, вот это ваша страна, которую вы называете наша страна. Вот она, посмотрите. Получите и распишитесь. И тогда, когда человек бывает альтернативно одаренный манкурт зажат в углу, начинаются разговоры почему-то о гуманизме. Там же простые люди, они же ни при чем. Конечно, ни при чем. А в Дрездене, который просто сожгли, в Гамбурге половину которого сожгли, Берлин, который там до щебня разнесли, тоже было очень много людей, которые вообще не любили Гитлера. Это война. Какую хотите вы войны? Вы хотите, чтобы дрон выбирал именно зетников, в него попал? Нет, извините, до такого технологии не дошли. Но где был ваш гуманизм, когда это касалось ингушей, когда это касалось чеченцев, когда это касалось сирийцев, когда это касается украинцев, которых сегодня здесь, сейчас убивают? Гуманизма нет. Начинается ответ. Ну, это же война. Я говорю, значит, в России это должен быть гуманизм. Это как же так? Там невинно. А в Украине, ну, это же война. Ну, то есть, я не знаю, вы захлебнетесь в своем лицемерии. Вы просто захлебнетесь в своем лицемерии. Я понимаю, я ни от кого не требую. Я понимаю, что люди находятся на территории России. Я понимаю, что ты не можешь выражать ни радость свою там, ничего, что это все опасно, ты бессмысленно просто погибнешь там в застенках. Я все это понимаю. Но хотя бы не аплодируй этому злу. Если ты не можешь против него слово сказать, если ты не можешь против него что-то сделать физически, ну хотя бы не аплодируй, просто молча сиди и радуйся. Просто молча, донеш делший, диалог гордихоший, чтобы в России доягивал. Мама, еще один момент я хотел бы добавить. Некоторые тоже говорят, вы за этих не говорите, за тех не говорите, за израильский терроризм, за американский терроризм не говорите и так далее. Неужели вы реально думаете, что нам проблема это сказать, что ли? Почему вы мерите по себе?
Вы находитесь в рабстве, те люди, которые это пишут нам, или там статьи какие-то дешевые пишут. Неужели вы думаете, что нам проблема сказать, что это еврейский терроризм, американский терроризм, любой? Да абсолютно нам наплевать. Абсолютно. Вы не понимаете вообще, с кем вы имеете дело, даже вы не понимаете. Мы порицаем это открыто. Но вы хотите, чтобы мы свою борьбу сместили с вас на них. Вот этого мы не допустим. Именно поэтому мы, когда 10 раз хотим сказать, 1 раз только говорим. Но говорим четко и правильно там, где это нужно говорить. Это вы хотите нас втянуть, на эмоции нас вывести. А вот потому что вам разрешили говорить, вам разрешили писать что угодно. Можно написать что угодно о любом конфликте, в любой точке мира. Да. Ничего тебе за это Кроме Россия своей не проблемы. сделает. Кроме своей. Да. Вот напиши что-нибудь, напиши прокинь. Тогда ты узнаешь его. Когда мне люди начинают писать, а почему ты про это не говоришь? Я задаю вопрос, а почему ты про Ким не напишешь? Ну давай. Ну почему? Я знаю почему. Но чтобы ты понял, почему ты не напишешь, ты должен понять, почему ты можешь написать про что угодно, кроме про то, что тебя касается. Самое интересное, еще большие идиоты находятся, которые начинают нам предъявлять. Вы же пишете, что в России там какой-то беспредел, кого-то застрелили, что-то сделали, что-то неправильно случилось. А вот в Украине там бусификация, а вот в Украине что-то, а вот в Европе что-то. Вы с ума сошли, что ли? Нам какое дело до них? Ну, тхафубал бы царцани, а еще безым бардейт, пускай что хотят делают. Нам дела нет до них. В своей стране кого они поймали, кого они что сделали, кого притеснили. Это не наша проблема. Проблема в том, что не вам судить их. Вы притесняете нас, поэтому мы говорим против вас. А то, что мы гуманитарная организация или что, ООН, что ли что мы должны везде всех осуждать, там, здесь права нарушили, там в Гондурасе права нарушили, в Нигерии там, ждут. Зачем вы сравниваете эти вещи? Мы вышли с Кавказа, мы галгай, поэтому мы говорим о галгайче. Потому что наши сердца там лежат. Мы ушли из дома не потому, что за хорошей жизнью. Мама, Вала, хар ансар лично ойшуsun, гина уsun евдас. Хокулата спокойно долж. Садальц эндолж адмаш кезгина сондас. Да, келеш. Аркерза яхкандал, да. Я вот слушая вас с Мухаммадом, я обычно же это я здесь конкретно меня заносит, я начинаю там эмоционально высказываться. Я вот в последнее время ловлю себя на мысли, что слишком много времени, внимания и сил моих уходят на вот эти вот на всякого рода манкуртов и людей, которые хотят стать манкуртами. Прям из кожи вон лезут, но при этом им это не разрешается самими манкуртами, потому что эти места, они ограничены, насколько я понимаю, и они пока заняты. Я знаю, как сильно джамаат в целом бьет именно по системе, хотя у нас небольшой джамаат, ресурсов практически нет. Но, альхамдулилля, Аллах дает нам умных людей, которые умно и, в общем, красиво могут слово сказать. И не то, что сказать, написать. Я вижу в этих... Я не хочу называть эти паблики, вот эти вот всякие. Чоса достам, чоса цапыдбоч, паблик щущ, да. Бывает вот. Чургумщи, задрис. Я вообще, я уверен, что там сидят женщины, потому что мужчина себя не сможет. Ну, какой бы он ни был муртадом, каким бы он ни был
предателем религии, не религии, неважно, он не мужчина себе такие высказывания, так, вот так вот, пасть именно в вербальном смысле, ну, не может себе позволить мужчина. Поэтому я думаю, скорее всего, Царайский задри auch штат. Абу Саад, валлахи, мы это не для них говорим же. Мы просто их упор не видим. Валлахи, я не смотрю, не читаю. Редко бывает, кто-то скрин скинет какой-то, я увижу. И то мне смешно бывает от ужаса, который они пишут. Безграмотно, бездарно. На своем русском языке не умеют нормально писать. Большинство текстов Ну, вот этот чат GPT я в последнее время, строчки читать. да. Да, я первые 3-4 строчки сразу вижу следы GPT, я это сразу не читаю дальше. Потому что если мне мнение GPT интересно, у меня он есть, я могу зайти почитать его. И мне интересно было бы, если бы они написали бы свое мнение с ошибками, неграмотно. Но они его написали бы, может быть, мне это было более интересно. Но, валлахи, я не для них это говорю. У них своя служба, своя работа. Я это говорю для людей, которые не понимают некоторых вещей. Иногда людям приходится разжевывать элементарные вещи. Ну, это вот как в последних твоих, по-моему, единственных, в последних дебатах твоих. Я, валлахи, я сидел, я просто думал, что, субханаллах, я уверен был, что Тимура, я хотел, точнее говоря, я не уверен был, я хотел, чтобы его кто-то взял в заложники, и вот дуло у виска заставляет этого человека вот говорить все то, что он здесь говорил. И клянусь Аллахом, я не могу себе представить человека, который свободный, то есть который не находится под дулом автомата, пистолета, что может он вот так вот, будучи мусульманином, будучи войнахом, он может себе позволить вот так вот мыслить, так вот думать. Валлах, для меня это прям такой шок был. Да, слушай, может, Амаяхи, я тебе скажу, что сегодня его позиция, она еще очень мягкая и толерантная. Потому что, когда я смотрю на эти лица, скажем так, необремененные интеллектом ингушских манкуртов, которые просто же разрывают их от любви к России на части, ну, там ему до них далеко-далеко. Да, у него даже, я скажу, имперская позиция, вот просто имперская, вот ядерная держава, она там может, она там делает. Он Бодардич, когда я бываю в Украине, украинцам плевать, вот абсолютно плевать на ядерное оружие, на там ракеты и так далее. Все, этот этап уже пройден. И даже если сегодня Россия применит ядерное оружие, уже все равно всем будет наплевать. Они как в этом мальчик, который бегал, кричал «волки, волки». Когда пришли волки, уже никто не пришел помочь. Поэтому им уже не поможет это все. Они докричались, они доугрожались. Сейчас уже смеются над их угрозами. Просто, я не знаю, вот есть добро и зло, да, справедливость и несправедливость. Хотя бы один день, одну секунду с тех пор, как русские оккупировали наши земли, у нас была справедливость, у нас было добро. Хоть одну секунду. Вот чтобы эта секунда была просто в справедливости. Ведь с тех пор, как они пришли, они жгут, убивают, притесняют, преследуют. Понимаешь? И что самое интересное, у людей на Кавказе даже нету понимания того, что какое-то ублюдочное, убогое, бессмысленное государство, которое сначала пытается везде насаждать православие огнем и мечом, да, потом это же государство там через 100 лет вдруг заявляет: а нет, Бога нет, Ленин вечно живой, и понеслось. И начинает бороться с религией, с любой религией. И мы хотим жить в этом государстве, которое то есть частная собственность, то оно потом отменяет частную собственность. То государство, которое забирало у нас земли и раздавало казакам. Когда я слышу эти территориальные споры, там, эти разборки, я говорю, да как 200 лет назад у казаков это была земля, у царя, который туда сажал казаков.
Сегодня, я говорю, также, я говорю, они решают это все. Если вы такие патриоты, если вас так беспокоит, где эта граница проходит, так с Москвой надо бороться. Надо выходить на митинги против Москвы. Нет, мы не выходим. Против Москвы слова нельзя сказать. Это все кто-то там мутит. Что вот если даже возьмем конфликт в пригородном районе. Ну что, хири пришли, там, я не знаю, в 44-м году ингушей в вагоны загнали и выслали, что ли? Или в 92-м году хири, что ли, пришли, нас уничтожали и выгоняли? Нет, это делала российская армия. Или тогда пришли уже в пустые ингушские дома, выгребали оттуда имущество. И в 92-м году они пришли следом за российской армией. Есть тысячи этих хроник, где хири признаются, что они там по улице попытались где-то пройти, их встретили огнем, и все. Они туда прислали русских, пришли туда русские, вернее, и все это устроили. Это все устроили русские. В этом там ни хири это устроили, ни нохчи, ни сюли, ни галгай. Нет, это гаспы устроили. Но признаться-то себе в этом сложно, опасно. Потому что если ты признаешь реальность, тебе с ней что-то надо делать. Тебе хотя бы надо элементарно научиться в ней жить. А так можно считать себя россиянином, там, считать, что кто-то там в Кремль может зайти. Да никто не может. Ни Кадыров, ни Евкуров, ни Зязиков, ни Завгаев. Никто не мог зайти в Кремль и что-то там продавить. Единственный со всего Кавказа человек, который продавил Кремль, это был Яндарбиев, который зашел и заставил Ельцина, который хотел устроить цирк примирения чеченцев между собой, сесть на это кресло напротив себя и с ним разговаривать, выгнав этого Доку Гапуровича, доллара Купюровича, этого Завгаева. Единственное. Все. На этом влияние кавказцев в Кремле заканчивается. Когда мне говорят, ой, надо там, чтобы у нас было больше людей во власти, если там больше будет депутатов, больше политиков, больше артистов, певцов, ученых, мы там что-то добьемся. Да вы все можете быть нобелевскими лауреатами. Все без исключения. Это на секунду, на грамм не изменит имперской политики по отношению к вам. Я помню, как меня вымораживали эти дешевые разговоры, гасты, генералышки, гасты, короче, хакимышки, цуты, ацар, короче, галай, ляхташ, хадуах, цахамаш. Ну когда, какие Калнов что-то решали в Кремле? Сталин попересажал всех жен этого политбюро, и потом еще спрашивал этого Молотова, как у жены дела? Не решали. Империи так не работают. Это может там в селе можно что-то такое сделать, да? Но империя по другим законам живет. Там нету никаких туземцев, которые имеют какой-то вес. Вес имеет слово империи, интересы империи в империи. А не какие-то там связи, какие-то ученые, какие-то политики. Наши, если бы лучше учились, если бы, знаешь, вот этот поиск в себе. Хуже этого было только когда мои, скажем так, бывшие друзья шли во власть и говорили мне, что мы туда зайдем, внутрь системы, и изменим ее. Нифига они не изменили. Это их система изменила. Сначала они перестали со мной общаться, потом они вообще переходили на другую сторону улицы, и все. То есть, это реальность. Точно такая же реальность, как реальность горящая Москва, горящий Питер. Завтра еще что-нибудь будет гореть. Последняя атака была 1000 дронов. Сейчас вся Европа работает. Завтра может на каждый регион России полететь 10 000 дронов. Нет, и вот такая может быть реальность. И эту реальность тоже придется принимать. Ну или сидеть под бомбежками и мечтать о той кнопке, о которой рассказывал Кадыров, который там 5000 целей сбивает. Хотеть 2 кнопки, чтобы 10 000 сбить. То есть очнуться надо, посмотреть в зеркало. Мир другой. Ты знаешь, мама, на что похоже? Это люди, которые упор не хотят видеть слабость России сегодняшнюю. Есть такие моменты, когда твой чемпион, за которого ты болел, там, боксер или кто бы он ни был, он в какой-то момент проигрывает, и ты начинаешь ему отмазки искать. Это купленный бой, это там он там, простуженный был, он не готов был, там, и так далее, и так далее. Это дешевые вещи. Этот человек не может осознать, он не может переключиться
Это Он не тоже может... русизм. Реальность, конечно, это пропаганда, которой человек сам пропитался полностью, каждая клетка его уже пропиталась этой пропагандой, что он в упор не видит очевидные вещи. Сегодня так, завтра по-другому. Сегодня так, с 22 года, это сегодня идет в другую сторону, да? Понимаешь? Это идет в другую сторону. И то расстояние, которое я на Донбассе 7 лет, работая в этой миссии ОБСЕ, проезжал за 30 минут на машине, я мог проехать это расстояние. Они сегодня это расстояние 4 года ползут. Представь, какая скорость. 30 минут на машине и 4 года. О чем это говорит? Но нет, это временно, завтра будет другое. Вот это вера, знаешь, когда я слышу, ну там в Кремле не дураки сидят. Конечно, не дураки. И в Зимнем дворце не дураки сидели. И Российская империя рухнула, у которой Варшава был просто областной центр. А потом Советский Союз рухнул, у которого Киев тоже был республиканский центр. И что? И дальше все сокращается. Да очнитесь вы, посмотрите немножко в реальности, в глаза. И никакие ЦРУ, никакая Украина, никакой Китай, Израиль, я не знаю, там, Гватемала, никто из них никогда не оккупировал и не разрушал Россию. Вот то, что мы сейчас обсуждаем насчет Украины, насчет этих ударов, дронов, немножко возвращаясь обратно, вопрос о том, что поддерживаем, не поддерживаем Украину. Элементарный такой пример. Среди ингушей есть такое имя – японцы. Слышали вы все? Откуда это имя взялось? Кто-нибудь знает? Мало кто знает. Это японец означает, японцы. Ингуши называли японцами своих детей в честь японцев, которые побили русских. В русско-японской войне, когда русские проиграли, некоторые ингуши и вообще кавказцы называли именем японцев, они не знали, кто они, просто они слышали, что японцы победили. Я имею в виду, что люди тогда понимали прекрасно понимали, что это их враги, и радовались каждому их провалу. Более того, в горах Ингушетии было время, когда НКВД ходило с японцами, как бы под видом японца, они бурята, по-моему, использовали НКВДшника, который внедрялся в села и предлагал помощь от японцев против советской власти, будучи КГБшником. И вот так было раскрыто несколько антисоветских, как они называли, ячеек. Он оружие предлагал и помощь от японцев, раскрывая планы горцев против этой империи. Это борьба, кто-то пытается ее как-то удалить из нашей истории, как будто ее не было. Но она была всегда, и мы продолжение этой борьбы, мы с космоса не упали, мы ниоткуда пришли. Некоторые начинают вопросы задавать, почему, когда дома делали, не делали. Мы делали, и когда дома мы были, делали, и когда за границей мы делаем. Кто нас знает, они знают, чем мы занимались. Поэтому не нужно эти глупые вопросы задавать. Более того, некоторые говорят, вы такие интересные. Наоборот, ты должен радоваться, что есть человек, который за границей не молчит и говорит о наших проблемах. Не какой-то Артем Плато пришел и вместо тебя говорит там Таян Хам. А твой брат Ингуш, который уехал, сидит, все равно у него душа болит за свой народ. Он сидит, говорит, ты должен радоваться, что он есть, альхамдулилля. Потому что ты не можешь это сказать. Вместо того, чтобы радоваться, что есть человек, говорящий о проблемах, ты повторяешь ФСБшные нарративы. Ты туда не выйдешь даже, возле отдела не придешь, не скажешь, они смотри, уехал, клянусь Аллахом, я уверен, что ты туда не придешь и не отстоишь того человека, который сегодня слово истины, лицо тагуту скажет. Ты будешь сидеть дома, даже лайк будешь бояться поставить, пост даже, комментарий оставить, цен поддержки.
حتى هو عددوت بعدين ذاك آه دي غدول جواتها سهولك даться, да, ответ обычно. Потому что желание вечное, наше желание нас вызвать домой, вечное желание нам доказать, что если мы сейчас домой приедем, садок хамажи, да я говорю, да, мы приедем или помрем, или на месте сразу же, да, и на трапе самолета, или же мы просто сядем в тюрьму, да и ты хочешь что организовать нам, посадку? Или هذا мы مرزي великий... ودادي تساتهم مرزي وأروح أوخي вот مرزي Да, واخد ФСБ, نعرف да, مچاو مرزي. Так холдун, так гыргылнах бо, бу чолаш дина. Мычаву гысылхан дица алятар. Ваш худацс. Так он лом хагыргылнах лил, бу унтябаха гыргылнах би ижлих. Кото хам худацс абсолютно. أقوى تيبن باوس بيان إيرسو يا أخوة وهذا Да, так. Не, хайдет дотш, да хам нахгыр хандихаш да. Вот с хатер да суби. А хайдет дотш, да хам нахгыр хандиха. Сидян чан фохан хоут. Чи код дерхоуш дуин. Дикнясон. Ладно, нахца не хайстхулвей. Дик двой. لا قنت الجوج بجري Канта был, да. قناة ده سو إيموشنالي قناة دوش أملوج Да, дело, это уже просто... نو Дохозу قيادك дулуш. عماش نو قيادك عماش حتى Valla ne okumadı manç. Çadiç, çadavuşum ne ştuş. Так. Мерш бо дацат амнаш, Кавказер амнаш. Шен лук ал, шен лук диц мерш дацуш. Так, штаргер, уэгер дадиц бош, дадиц бош. Шато. Абусад, вой мостовый ви. Царь, война, и дац, вой одулнах, царь до зиди. С духа хэт. И вот я больше чем уверен, что человек, наши люди, которые не понимают, наши люди, которые вот эти глупости озвучивают и говорят, для меня они в 100 раз опаснее кажутся, чем враги. Потому что у врага есть какая-то цель, у врага есть какое-то понимание. У этих же этого нет. И они способны на любую глупость. И эти же глупости они озвучивают. Некоторые это, конечно, провокаторы, понятно, но очень многие это делают абсолютно искренне. Что YouTube шейн андут жвахо, вот аве до цай кона голи. Дел дохи, дал хэка лот ханди, дал да квачот хатанари. Инсана хэка лудуш. Замай, когда хандац. Все совявер дай нах хайсталит дух дицадвай. Когда долуш. Партери имеют эмоции, что они дицадали. هو ورقز كيربر محمد تغش ديتا Вот это. ЦМИР эфир. Вот мне интересно, Ансар, как ты думаешь, она с Россией хочу и вот все те, кто ее поддерживал, все те, кто вот за нее там страдал день и ночь за Россию, матушку япш. Жнах мучробыш, вот арах болж бо нахди с Россией изж болбох бо мучробыш. دلا ماما تسوكات جمش بغان ساعة حون ديك دك دواش كدس دوختيشنا قداخة دوق منتجة يوروبي تعبغها زدات صدروين عدل بوغوي بي تعبغها يوروبي زدات صدروين بال بتخواك واحد بيستج بتخوتك هناك بتخو بريتسناك بتخو عدل مو بتخو هناك بتخو يا أخي تعبغها عخيشر عخش с 2010 чуть раньше. Ну, шалага шуртигёне шеймяч швейцарица или хейцарица агуш быш. Издыхцар деддер дука мелчар. والله يقم نقديج مخنوصة تعبيد بيرش مخنوصة هناك مخنوصة يا جي
قصد بهون حلجوا سولجوا يدين باتريوتش خن حلجوا سولجوا بوصل بجريخن اجي تاق داقده قالا داق سوقات تشي تجرسي دعبخا سغاس كشتق باخب اخيشا ويغدي مو ملدق امالجدش هل دا افغانستان البيت دعبخا بيجن تجبق طالبان حتى ينشل تاخ صار دي انا تيجي وبيش لقلش تسدوتسج دي حنز دوقا ملدو دا CNN BBC распространяет دول дважды دول خامج دي يا فوت غاردو دي زنگ بيرش لوز دي بوچ كيخ كاي انا دات اخدات انا سينتي بولولش اكيد دوز بدواتسك اما عارفين دير ايش تيجي دايغا يوز نغيوات شو ايش نغي ايش تشتي دي انا بخلوب كيخ كيرتش تيجي اوروبي ياغجو صار عتيلجو بكزانج ايشانش صار حقيش يرجر ايش ياغي حماج دعيها يوروبي دي انا شيء قما لطقش ايش بوش ديكارج بوش ايش ديكارج بوم ده ليت حدا كاتخو اسلاميستش بوش هنحكش بوش يا دين باغ بقش غرسي بخارجتك بخارج دي تقدوي صار شيء كونا غولت سوول اوقز حول اوقز دوتس ويцах صار здесь же он сыгу бобе бат сыгу ди он набах чубок бат. Как бы я хочу жить в такой стране, где люди могут сказать свою точку зрения, нравится она мне или не нравится. И из-за этого их не убивают, не казнят, не пропадают они без вести. Из Афганистана санчархиш тус был без бацар, ханял чугуздим гян снес. С России кем ждать? Сантя самолет его волшебник в голубом вертолете и покажет кино, да? Да, скажу, а да к нам не надо ехать. Только с призма ингуша из колбизм божу. А бусацу призма ингуша халсак микрофон. Холдить. Видимо, со связью там проблема. Сейчас я остановлюсь. Сейчас я напишу, иншаллах. Руку подниму. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Да, сам шуга, хатмал, визер, масу могуш. الحمد لله. انت الجوز بيحسب واش كدش والله لا افر قضي غادات از حنالچه интернет тёчлара возможность тёчлара соконвастан эфирч ديكادون خنوات وين هم غوي تاخذ واحد حول بيق عز بودرالش اسمه ترى الداس هنالچه باش قمنا قلتش قلدو سان خود سان قيت الدولش نسان ديال دق قدم دول بودرالش ودين نوقتي ميحقر بيحقا دق ويجري بيحقا سيري ميحقر بيحقا بر чешечка хиримекер бяха бна. Так, все сегодня знают то, что произошло сегодня на территории Ингушетии. Кто не знает, я как бы объясню в двух словах. Маленький мальчик, который утонул сегодня, уже 6-й день поисков, его найти не могут. И по этой причине я думаю, что было бы лучше, если бы сегодня, если у кого время, тахаджуд еще не зашло, чтобы на тахаджуд, встав на тахаджуд, сделали дуа за этого ребенка, так как в последний час асра уже упустили все. На самом деле очень тяжело там, когда находишься, видишь эту ситуацию, которая происходит там. Отец этого ребенка, он видом не показывает, но по его состоянию, по его виду видно, что он испытывает. На самом деле очень тяжелая картина. Если возможность есть такая, братья, ко всем братьям мусульманам обращаюсь, чтобы сделали дуа, чтобы Аллах нашел этого, дал найти этого ребенка. По милости Аллаха, чтобы было бы вообще хорошее
если бы этот ребенок нашелся живым, но уже как бы мало в это верится, хотя бы тело этого ребенка, чтобы родители могли его похоронить. Что было дальше? Надо здесь объяснить даже сейчас. Вот, тяжело это вот, просто то, что все переворачивается внутри. По возможности, кто может, чтобы сделали дуа. Иншаллах, иншаллах. Неизвестно, может быть, и в такой ситуации каждый из нас может оказаться как человек, которому это дуа тоже так же нужно будет. И, иншаллах, чтобы мы не оставались в стороне, чтобы мы всегда поддерживали друг друга в этом плане. И бартух больше. И что должны, что Хансама, правильно, как это даже выразить, я сейчас мысль не могу, вот, не хватает у меня на данный момент слов даже сейчас вот, от этих вот эмоций, которые вот сейчас у меня в груди, в душе вот все переворачивается. С этими словами, если дуа начинать делать, это еще более прекрасная дуа, которая не отвергается. И если оно за кого-то делается, оно еще легче, лучше принимается. Кто-то сейчас может в пути в сапаре находится, это дуа, которая не отвергается. Аминь. Берсы бош, душой жри, а я еще не кипал. Алхамдулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوش الله رياض خان محاضرة محمد ومالر وحلق دي تاتس هنس أغي فيرا حلق دحل عدول لشان شاديان شالخنية شاديان أتقنية دوكش دول سجا نوقدوش حمدس سندوات يعني دي تاتس إن شاء الله بمقدر مسخونش الله وسجان حكور ويتل ستم صبر لولت سن لقش نخا وز تسوش وني كل حلق إيديش زيست في التلفزيون واش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ جي. Диалог. Хатер тапкость боя, если ведущий, хатер, бадр бакалез вежри. Ведущий, что хам дельцу по паблике даж боже, хана халбирбен. Ведь хана бадр ажду кодину должабы, лишь паблике ждились получару. Насал безден был просто сам. شو ده سميت حبيك هري بيوخ أنت أصلا هذا حادث كده في بحكاب هري بحكاب سو بروس أخذته و إيش هري إندلا بسوم نخم بيبيت يعني بيتا بي ماستر بدوق برش دك بدري جزء عن قول به تعجب على نيستي عن بتأدون قريبون كبرت نيستي عن مهتت سنم فحكة بي قوانة تعتاني بتشل بي تاني تا İndilerci bu sorunları tabi başkal bizir bu. Tar iz respublika уже Осетин ya это не куда не рант имдиларж. Баяны их политик лелече фухудан хатун ансар. المشتعل в любом случае هري ما ينجع موثق ميز номер 1. بين غاسخي واحد تعق واحد في هري شو مش نقص واحد نور Гужи чего, мастер хугватся, хири чего, алку хугватся, камерам дивить, сауду дыш. В любом случае, бусу бажит, они как бы вежливо. Так, ведь камерам дыш, она именно бусу баж выделяет дыш. Может худар, ниса хударю. Это хахтер дарса ансарк. Ведущий, чем добро пол, вей кална, Мухаммад, Аллах, сравнивать мобильно. хубо, цохиется, шик, а я что сон, дик цохизер хода, скиет сабо что. Паблик живет, такал معيواتي جديل جش سوق تكبار معنا بات قالنا خل ميجش بوش ألرا يا قالنا دق دينو دوش بتو نخيوات أس محمد الله رئيس خلا ينزل شان إيش تيتر بوك ال أزغاسك زدري إلرت أس ده صار تحت على أس إيش تيلرون كانتر والله خذ دارس غاس تاتو غاس قالنا خبطو قدينو دوش вообще так щеку гудали уже адам сравнить мегдию ан или уже иншаллах амга وإذا بتستند كده أنصار خاطر
Отрежь ватан сложь. Просто напоминание кудерван. Там дервала, шелкет, амдали. خاطر جوكلو داز محمد مالله والهري بوصل سجى بوصل نياخ تي عدختا واتشو غلغي كمان تي عدختا واتشو هري وقز مثلا امدلا بوصل ازوي وشوه وين نقطة لي وين ديزي تليزي وشوه ازوي دن وشوه والله امدلا وش بوصل وجو هري مالله وجو تغن وين دعو الله تشو الغلغا ويتصل ديك غمو تغن غاس قشكا وين دعو الله تشو من كورتجي تتغلي المرتدجي عادو بالخبلش انتوزيازم ما يندعون الله تجبو والله تاري مالله والهري ديكامو امدلا وش بصبوجو هري وازوتر تحلق استي عدغتا ولي نجا حسن سلطي عتوب دي ازميت وين ولي نجا حسن سن دن تقودش داتوي نو سن زغرغلو ياتوي ويدن ويك مياخر دي ويبقوا يتن زغرغلو تليلي اس حلق دي ويدين قمن تي عدغتا وخلرق نجا حسن ولي ياخذ سن بحبوالج بولجو سن شي بحق حاجه ياخذ سن حال تقدن ذا ميرش هري وقز يعني والله تي عدغتا وات ابوچني واقوي سق وقز بوصل وقز امدلا بوصل وشوت سنساني فما استغل ددوي صار ما استغل يخلي شات انا هري بوصون تاتبو نخ بوزش امدلا هري باز بوصرش والله تار اوتدج دول غلق تغلقو تيت مواق سخيلي سلج واتز غلقك حجج تغنى سيبقي حي اللحدي قيمة سوق حتى ما ياخد سارة اسبريغرنا ريون اسبورو شن لا تجدش تخدينا يغباش ناخدين حربيان سناد غاسقش كلا ديخا لا تشاور حد ياخا شان ظلم دات خصو ظلم تصندشان واخدين خبصوا بقلر سوق تخي بوليتيكي بوزيتيو هذا وال حو ياخجي اش مرتقش خنيسه اش تخلويز امدلا بصوت سجل سوكراتيش اش تخلويز خلي شاف يربق دو از السلاح ده يبدي واحد غرنزا ده قادلي شنتي وعمق قادلي دي اوز بلاد دش نوز بوص يا اخي از دي قاش مخيتتسون تغنى از حبه كا بوج بو تغودي ان هرش كا نخ حابر بحن فت وحبه كا نخ بيت سنوق بوج ان خيت ترلوت عنين از اجي حول اش حابر بحن فدر ويتغبوج بو ناخ يا اخي دراس كيش نجا احسن شي يحيولش دلي سقك حش خد دهت شو ده ارديان تقصد شو حجي شي ميحكك ازدراز يا اخر اجر حلقه شو الله اجهري تغنى توب ديا موت جاتر تغنى عش دغار تحبر ما دات بوق بوهم بقز نمش تيبدلي بهش في ادم صار ديرسش هلتش دي موت لحم لقطي في تن صار بيرج دوامش دات تاقدي انا از مش تقول عصبيرج دوا دي يتوب توب يعرف امدلاش تقول دج توب دات شو عز دوسر بكيانيا حمد بكيانيا دوش مدي ستوبا كيرس وليت يعني خارتو يرير ظلم درير بوق بوهم برير يعني والش سقوي وين تاري سونم قصش حن والد سارس امدلا شوته تا كانسل كلتشر يا انجليزي دوش ده كولتورا اثمنه يا اخي اثمنيت ببون دير الشيخ من شارته بم بسانيقي انرج بسانيقي والله تغن غلغاش تؤتج بين هريم وبين هريم يحك كيف بقش نبقش ادينا ستم دينا ستم خاص داخل غرشان يرزو خديتش بروت جورناليست وهري سو يوح كلون كازاير интернете газету ингушские паломники, проезжая через Ларс, там, ну, табех хамаж я сдадок цудин, вей хasta булшнаха. Из хири винворцу, ши из хири винворцу, зязя у журналист. عادوا شيء زوير спецоперации قالي صادين حتى بيحكي بطير دعتيه تشكرت يوخي دي فيروس فيديو انترنت دي خلاص كل واحد شان ايش حماش خنت سمو بقونخ كاميرات قونخي بوش وناتشناليست مداس دي ديكاوي سمو وياخش اندلا نغبص بدوي نبص بخلر سوق ترن اسمن ظلم دات قوان دي دالر و حنس عم خنس كارت نيفچوم نبوالا وين ازغدو هنا مداس دوق حماج مدوي دوقش نيريشون вопрос ايش حدا داس امدلاش ناخ ثاني فيديو قرقلوا مع حميات يخليشيات بصوا الدليل إذا ياخذ داس ديون ويساس مرديت تعج دي عند عدخ ديز ياخذ داس خارج شيء درج لي وديش خارج شيء وقت لي وديس سوي نشتغل آخر أنصار سستخدم политический болх лил бж политический болха цаник дикар дик бж вежери
إيش قوان وين نوق بواتش قوان كوست مطلوع كشان صار ليت بيز دواتش ويش صار هري بوت كشان أجواد وتشلوش نيس خدالي حقان على نفسي جيت الأسيتي إمن بعيرنا تلك ديك برج ماش برج كترج شو داش ما دوتش إيش بعير حما جيش ما يوتش عليك أغلب برج مرجع إيش تغلب يا أخي درس أنصار في ترسو ما حجل نخ حاري بولشانه حق اللي قمال دج وسك تركل تسويش عادة تبين نخ حاري بالخي شوخن يتسان شوخن شان مسلات ظلم دات سجا وس حم قيتاي سجا بي قيتاب أرس قيتات سجا حتى وقاتن حتى تسع رزومني والي صوديا ده قخيتي مخلديز وش مش تتقون عمي أساسا حماش لدو غتسو ونسليشت منها هني أصلي يعني شوخن يتسان единственное, что у него в голове, отомстить и справедливость, чтобы возжествовала. Измадаться, кертыш дар. Дар халди зри, ца хакли халди зри, ца пач халкен, ца государственное мышление, уж нях деждул, ца хакли камял же, дик дыш дыч. Но нахэ дыш хал цани чухн лахч, аж хус камял дыш холч нахэ тулатцс. Нахэ худна оборот, يعني нахэ ца предатель волцен хет. صندوق الشيشي موتج يقسم إذا مصلحتي قمال دي مجد تغنى حيحقا يوزل بقو يق حيحقج يوسحون يق حيلج يعاز نزا حيحقج سلطة مصلحتي قمال ديكده دي زجده سلطة شو قمال دج وسق عودل سقول شي بقو تصين وين سلطة قد يعني سوال غير وسق عودل سقول سمو والشون الله ظلم دو الله ظلم دجوات ظلم يعرفت عازب دقسم يإيرش واقص يدني أطعوز الله اسمه صوال غير شو سك دي كوت فيالش تهدي يعني إزدي واحد سدي غير شو سك نو حيبقوا عطيين وين شو تحقق عديد يزرفت دي يعني ما شربر مصلحة در إز حمد عدوش در إز دين دالس يعني إز بقوا عطيين يالس أخوز قمال ديش خلشنا آخر طلوع تس قابل تس جينا تسيدي على البلج بوابي عباه بيزع خلشنا زعود قمال دي تباخش نحن بيش مش تيب دليل يعني دنت بيخ بيش بيجي إمدلا بسلب خلق ستوس ديش دويش شيليل ديش دول شركش ديان بقى ملبر خريستيانس تحمل شبش جارجست تيبر عباد تج نخم بيش مشركش سان تدي عن دعوة ديش دقي ويلقي ما بيش ميريكال باخش دائما ماستغ الله تدو حمد حن سجا بيدني دات إيكونوميش وراح دات يسسأل وراح دات ديان يتحن وراح دات هم جين جانز دعوش ديس داخ ديس حيبقوا يوخيا بقوا صيايس اشتخير سكتر هتوي بقوا صيا حاجات جغاس كويس ملبو تشاس أركز ملبو تشاس سام في باراتو يا تشي حاجة كويس دال شي عندلي بقوا سندو جغاس كيبوش دقوي نصار كر حمدو اسكوين خوق حشت دليه اجغاس قيقير عدان بيان شو تاع سلاح توصبن اش بل كيش باسك از داياخوك بو كيش باسك اش شيغل بحنتي السخانه باسر عن كيش سجدين حدا حكى بول الأبخازي تنبول شان خن أوبت تلوج ديان سا بند فرميروان جميري صار حياكا القدرتش إيش حابة حكى صار ديان إز دادي حديث فري إز دو دادح بيز بولش باترون ديان إيش بياخد بولش دو قامل بالنخ حني ألشي حلق دقيقة زامش كح ويتها ماشي ريبولش برتي بياخد نخبوش ساعد إماش خندات في إستريش كتار ثاني سكتر الله راسه أنصار الله راسه الله يتبوق إزغاز كيق يزعواوس إذا كرباخي خنجو خطر ديان تيك حن حال دوج مديم إز حال ميت ديري غاز كيق يزعواوس إز موما إز ميت دوغ دوج دات قنا ميل جوز هل تو أرميانسكي تو باتشاو تو باشينيان ميل جوز ميل حاقلي بوكون ساو جو شي قمن حلق بيان ليدري حمد شوان سو ديار نسام ديل إيلاتشو تاع والله دعبب واش بولطم دا صوت بها لبوي بوليتيكي درفت سحبوا ولنا بيت ولنا لا تغيرت مخولي قاموا يقدوا الحمد لله كوت والغشت ما سنين تور دي غشت ازل يعني ارمي انا دخل بولجا ازل نكتشف يا بولجا ايديولوجيسكي يعني از كرباخ يعني وي يعني استراتيجيسكي يا اخي نكتشف يا بول فاكتيسكي كان دخل يعني دكش ناخا دكش داقه دخل يعني شيء كمان بوشناها تدعو حاجه اللي توم دي يا وحشت يا داتشان وي دائما تماج ده دود ده شانوي يتوم داسوس بيبيش شان إزلا تاج وي دات خارتو حنوت في يات زوي يات كيغربو ليلبر غاس قش كست دش دوي
أخوات ده إز وبروس دين حقيقة دين الداتس حق الداتس كحلن إز خاطر تصدق يعني ششت غاسبش دين إز ريتشارد فيت исторически личность есть. А зяхат с диккуна ходиан шимил дучуара сун зозу устна яхам кунахчин хамды изму воса гвалмикис хириштикин яр вашта да филдер يدو يدو вашта да يونا يدو خداست حتى بتدي يلا تجوي دا زوم تعمل الله تقولنا يمن يلا خوش ثاني ماشي داخل ان صحيح اللي سكر ومقت ثاني واق وين خيتسون اشتخيتسون والله عالم Дикий Лоренса, я столт. В принципе, я знаю, насколько вы заняты. Ала резко учащими. Ладно. Ала резко учена удахначана. Да, пандахчана, вамелдахчана. Ала дала. Ала вейну джимош. Акаройтив. Амин. Ала Амин. дала. ويماركش فرغت باه بعدها يكتب وقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.